Что нужно знать, чтобы жить? Именно с этих слов начала свой доклад студентка медицинского факультета Фирдос Барахоева. По ее мнению, тема борьбы со СПИДом и ВИЧ-инфекцией актуальна и в нашей республике. У нее есть одна цель – это донести до подрастающего поколения правильную и полную информацию о вирусе. По статистике в мире каждый день заражается один человек. Каждые 5 минут заражается один человек данным вирусом. Это очень быстрое прогрессирование, можно сказать, данного вируса. Общее представление о вирусе иммунодефицита человека, пути его передачи. И самый важный момент – то, что лекарств и прививок от данного вируса нету. Поэтому нужно ответственно и бережно относиться к своему здоровью, беречь себя. «Стоп ВИЧ-СПИД» – так называлась акция, которая была приурочена ко дню борьбы со СПИДом в Ингушском государственном университете. Совместно с волонтерами-медиками студенты напоминают подрастающему поколению, что такое ВИЧ, о его основных правилах, как он передается и как нужно себя вести, чтобы никогда не столкнуться с этой проблемой. Для молодежи такие мероприятия – хороший повод серьезно задуматься о приоритетах жизни. В настоящее время распространение получила не только ВИЧ-СПИД-инфекция, а аптечная наркомания, то есть употребление лекарственных препаратов, которые предназначены для лечения различных заболеваний в качестве наркотических средств. И, к сожалению, это коснулось не только России, всего мира, но коснулось нашей любимой республики. Всероссийское движение «Волонтеры-медики» существует относительно недавно, и уже не первый год они организуют такого рода беседу. Все это совершается неравнодушными волонтерами, которые хотят получать навыки и опыт работы в сфере здравоохранения. А значимость подобного мероприятия они понимают не хуже других. Каждый год наше мероприятие, оно приобретает новые черты, мы что-то дополняем, чтобы лучше донести до населения, что действительно это вредно, в первую очередь для самого себя, что это не круто, что это абсолютно неинтересно и тем более пагубно и плохо для нашей маленькой республики. Убедиться в том, что ты не носитель ВИЧ-инфекции, можно прямо в здании университета. К псевдолабораторным столикам выстраиваются очереди. На почти мгновенный тест решились охотно. Процедура занимает не больше минуты. Это, по сути, обычный забор крови. Это мы хотим просто узнать, есть ли у людей ВИЧ или СПИД. Просто это анонимно все проходит. Там есть специальные такие стерильные бланки, скажем так. Они их выполняют, дают согласие, мы назначаем нумерацию. И уже вот там колбочки, которые они проводят после своей слизистой 2 раза, проводят штучку, ложат в колбочку, и уже по ним мы смотрим. Если 2 показывают, то есть 2 плюсика, то он заражен. Если 1 плюсик, то он уже чистый. О том, какое страшное заболевание СПИД, знает каждый, и каким последствиям может привести распространение этой болезни, все понимают. Однако для современной молодежи разговоры на эту тему непривычны. Встречаться с проблемой смертельного заболевания им не приходилось, но сегодня, благодаря мероприятию, они узнали для себя много нового. Нужно быть против всех наркотических средств, это во-первых, потому что это влечет за собой не только сам заражаешься, это не только заражение себя СПИДом, но и окружающих, что может очень опечалить тебя. Большинство здорового населения планеты избегает общения с зараженным СПИДом, а те словно находятся в изоляции. Чтобы привлечь внимание общественности к проблемам этих больных, чтобы здоровый человек проникся пониманием и состраданием к ним, и было объявлено 1 декабря 1988 года Днем борьбы со СПИДом. Именно с этой болезнью, а не с людьми ею зараженными. Хава Гагиева, Адам Далаков, Новости 24.